сегодняшний день у нас за последние сутки зарегистрировано 56 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 46 – это город Якутск. Есть по одному случаю в ряде районов: Нюрбинский, Верхнеюлюйский, Мерино-Гангаласский, Таттинский, Нерюнгринский. В целом ситуация достаточно стабильная. За сутки проведено 2841 тест на коронавирусную инфекцию. При этом хочу отметить, что, к сожалению, у нас растет количество тяжелых больных. Их сегодня у нас 39 человек, из них 10 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Видим, что есть случаи распространения в районах, в основном через случаи внутрикорпоративные, семейные, различные праздники, свадьбы, юбилеи. К сожалению, есть случаи также попыток организовать там какие-то массовые мероприятия типа концертов. В частности, вот в Мирнинском районе был такой вопиющий случай. Вот, конечно же, эти все мероприятия приводят к тому, что у нас просто в тех или иных районах начинает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И здесь, конечно, людям надо понимать, что соблюдение ограничительных мер элементарных, ношение масок, недопущение вот таких больших скоплений людей в общественных местах, конечно же, это требование времени. Сейчас начались уже работы по подготовке к открытию учебного сезона с 1 сентября. Работа началась по всей республике. В принципе, мы считаем, что учебный процесс начнется в установленные сроки. Конечно же, надо на местах органам муниципальных образований провести работу по подготовке помещений школ. То есть установление рециркуляторов, обеззараживателей воздуха – это тоже сегодня уже требование времени. Причем это, наверное, даже касается не только и сколько ковидной инфекции, но и в целом улучшения здоровья наших детей. Поэтому в этой части работа по республике сегодня идет. И также уже в ближайшее время начнется работа примерно через 2 недели по началу прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Это тоже абсолютно необходимо, потому что мы понимаем, что как раз возникновение таких ростов заболеванием тем же гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями, оно может привести к усилению вот так называемой второй волны пандемии коронавируса, которой сейчас весь мир очень боится и ждет. Так? И судя по данным, в некоторых странах вот такая вторая волна уже началась, поэтому здесь расслабляться нам никоим образом нельзя. Спасибо. Александр Сергеевич, и по лесным природным пожарам ситуация у нас остается напряженной. Площадь горения лесов по территории республики на сегодняшний день порядка 257 тысяч гектаров. По всей республике это и зоной контроля, и зоной там, где мы пожары обязаны тушить, зоной обслуживания так называемой. Из них на сегодняшний день мы проводим тушение 19 лесных пожаров. В первую очередь, конечно же, тяжелая ситуация у нас в Среднеколымском и Мумском районах. Всего на тушение пожаров у нас задействовано свыше 800 людей, 77 единиц техники различной. По Среднеколымскому району, где вчера была достаточно непростая ситуация по селу Сватай, могу сказать, что сегодня угроза полностью снята. Вот вчера как раз сильный порывистый ветер, который разжег практически уже потухший пожар в торфяниках рядом с Сватаем, он как раз был перед сильным дождем. Вот, и после начала этого пожара через некоторое время начался сильный дождь, который как раз этот пожар практически и потушил. Но сегодня дополнительные силы переброшены, сейчас идет окарауливание и уже дотушивание этого природного пожара. Вместе с тем у нас серьезная ситуация вокруг Аргахтаха, которая тоже находится на контроле и на которой тоже работают силы достаточно серьезные для тушения пожаров. В районе Алекакюля есть пожар, который тоже представляет определенную опасность. Вот. Ну и, конечно же, по Сватаю тоже ситуация будет под постоянным контролем и оперативной группы республики, МЧС по республике. По МОМе также есть определенные угрозы. Здесь тоже идет постоянная работа по локализации пожаров. Прямой сегодня угрозы населенным пунктам, такие как, например, Соболох,
Чухлану уже нету. Вместе с тем, еще раз говорю, что ситуация, она очень опасная. И вот как вчера на примере Саватея было видно, любое ухудшение природных климатических условий способно привести к усилению пожарной безопасности. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех тех, кто сегодня тушит пожары. Это на самом деле не только работники МЧС, не только лесоохрана, но и также многие люди из местного населения, которые сегодня работают на тушении лесных пожаров по всей республике. Благодаря им на сегодняшний день ни один населенный пункт не пострадал. И благодаря ним, я уверен, мы ситуацию все равно удержим под контролем и не допустим дальнейшего ухудшения ситуации. Сегодня, еще раз хочу сказать, что ситуация по всем лесным пожарам на территории республики, которые могут угрожать населенным пунктам, находится под контролем. Сил и запасов с учетом тех федеральных резервов, которые переброшены на территорию республики из других регионов, у нас достаточно. Спасибо.